Показать не только результат труда, но и самих мастеров. Вот главная цель проекта, отмечает ее автор Заур Плиев. Он фотографировал мастеров декоративно-прикладного искусства за работой, стремясь запечатлеть сам момент творения. За год кропотливой работы было создано более 20 фотографий, которые и представлены сегодня в Доме молодежных организаций. В Ингушетии бережно сохраняют и передают традиции декоративно-прикладного искусства. Мастера республики работают в самых разных техниках – от ковроткачества и ювелирного дела до валяния из войлока и создания национальных костюмов. А это изображение было сделано месяц назад. На ней фотограф запечатлел кузнеца Адама Галаева. Реально было просто 2 на 3 помещения, где он создает этот шедевр. Вот здесь можно увидеть, да, его вот башенный комплекс, такой город. И он сделан полностью из железа. Это очень сложная работа, и это, можно сказать, 1% того, что я мог показать, то, что они делают. Настоящая летопись ремесла, где оживают истории мастеров и их творений. Каждая фотография на выставке – это отдельный рассказ. Вот одна из героинь проекта – Лидия Хамхоева. Она рассказала, чем была занята в тот самый момент, когда прозвучал щелчок затвора. Куклы до сих пор я как-то не занималась куклами, я шила наши национальные чурки. А потом вот посредством этих кукол я поняла, что девочек больше завлекать девочек, детей, процесс вышивки, шитья. И вот так вот и пошли куклы. Подобные проекты имеют огромное значение для сохранения национальной идентичности и преемственности поколений. За 7 лет Ассоциация ремесленников Ингушетии провела более 500 мероприятий. Но не у каждого была возможность увидеть, кто стоял за каждой работой. Сегодня на этой выставке у каждого была возможность увидеть, поговорить, не только на картине запечатлеть момент работы этого мастера мастерской, но и вживую, как в мультфильме. И на картине, и рядом находится мастер, поэтому уникальная возможность для каждого узнать получше творческого человека, пообщаться с ним. Главное, что уносит с собой зритель после просмотра, это не отпечаток на бумаге, а живой образ. Образ человека-творца, связующего нить между прошлым и будущим. Проект «Культурный код» – это напоминание о том, что самые прочные тропы прокладываются не в горах, а в человеческих сердцах, благодаря труду и таланту таких мастеров.